Итак, в бой. На 261 на выполнение ЛБЗ-15 на 260 объекта. Попытка номер 8, по-моему, или 7. 3 на батчате были. Мы были близки к успеху дважды. Но один раз не очень удачно была карта, а второй раз просто чуть-чуть нам не хватило. На 261 у нас, наверное, будет все-таки карта, как мы видим, более удачная, но, к сожалению, нужен мне нижний респ. С верхнего респа сейчас все наше мясо свалится вниз и будет дохнуть внизу. Так что такое дело. Ну ладно, становимся на любимую точку свою, где, может быть, что-то мы успеем и пострелять, помочь чем-то команде. То, что выполним здесь это задание, это близко к нулю. Так, СТ-шечки пошли, это хорошо. ЛТ одно тоже пошло, тоже неплохо. Жалко, а нет, все нормально. 3 СТ хотя бы пошло, значит можно смело становиться на эту позицию. Так, первый выстрел, даже не знаю, куда лучше свестись, потому что, может быть, и вот здесь он будет. Нет, не будет. Т-10 ЛТ сильно переехал, а будет вообще-то. Все лишь накрыл. Там куча маусов. Сейчас мы по маусам можем поприкалываться, кинуть в бок, хотя, честно говоря, ничего особенного не будет, но кинуть мы попробуем. Мяу! Не думал, что он поедет. Думал, он останется на месте, бросал поэтому пот. Ладно, покуда они здесь ерундой маются, попробуем помочь СТшкам. Или они там тоже... Нет, тоже не засветят. Тогда на маусу вернемся. Чем хороши маусы, что это много-много жирного мяса. Он стал так неплохо. Почти профессионально. Сейчас оттанкует назад. И сейчас в бок. Бабах! 345. Чем хорош маус, когда попадает ему в бок, что он проходит дамаг. Вот такой где-то. Хэвик там поджался, для меня неудобно. Нам сейчас задача попасть так, чтобы оба распрощались с аптечками. Не хотят распрощаться с аптечками. Предпочитают играть под станом. Стан не длительный, поэтому... А вот теперь маус один стал очень плохо для моего выстрела. Я его не пробью на хороший дамаг. А выстрел в башню это не даст хорошего дамага. Ни при каких раскладах. Ну, вот вся польза ассиста. Ладно, все, переходим на... СТБ, отходи. Так вот свет мне дай. И отходи. Не даст. А жаль. Уходим отсюда. Здесь нам больше нечего делать. Здесь вам не там. Уходим. Есть шанс, что уйдем.
Остановили. Кончился. Вот и все, что нужно знать о полезности арты. Она иногда может помочь защититься другим танкам, если они есть. Если их нету, то она ничем им не поможет. Если бы это был обратный, то у нас был бы хороший достаточно результатик, но, увы. Как я говорил, с верхнего это достаточно посредственный вид боя. Сейчас там ИСа-4 не сидят. Батчат здесь изображает из себя ПТ глубинного бурения. То есть уровень игроков на тесте хуже, чем уровень игроков в рандоме. Особенно сейчас. Ну вот и все. Ничего мы не успели сделать. 1,5К дамага. Но это опять же не напрягаясь, потому что основной ориентир шел на то, что надо 3 с лишним наассистить. Тогда о чем-то можно разговаривать. А здесь меньше 1000 ассист. Опять же, без голдового снаряжения это был бы небольшой плюсик. В командном результате это что у нас? Это 10-12 место. Ну, это ожидаемо. Поехали. Ха-ха-ха-ха. Халлов. Ну, даже не знаю. Шансы приблизиться к результатам близким к ЛБЗ при таком сетапе и с этого респа равны 15-20%. Опять же, поедут ли СТ вниз их? Это важно знать. Если они поедут, это одно, а если не поедут, это другое. Ладно, 3 арты. Все мелкокалиберные. Любимую мою точку уже заняли. Поедем тогда мы так, на другую, чтобы была полная вилка для арт. При 3 артах все-таки все 3 в одну кучу, это неправильно. Поэтому полетели. Хороший такой первичный засвет, а я еще не выехал никуда. Это тоже неправильно. Нужно было сразу определяться, куда едешь. И теперь, конечно, в следующий раз они поедут в засвете не скоро. Хотя для приличия ради... Нет, уже не будем стрелять. Не зашел. Выстрел надо было еще пару секунд подождать. Где-то 1,5-2 секунды нужно было подождать и потом стрелять. А я все-таки выстрелил раньше времени. Не угадал. Просто не угадал. Надо было бы переехать, но я стою здесь, как тополь на плюшихе.
Так, гриль дострелялся. Ну, здесь турбо победа. Похоже на это. Хотя... Но кто ж знал, что ТВТП настолько тупо полезет вперед. Ну, аптечку все, съели. Т-110 Е5 не хочет пользоваться ни аптечкой, ни ремкой. А ясно, лах. Опять повисли. Ну, вот такое вот несчастье, к сожалению, на тестовом сервере это стандартное несчастье. Ай, ждем, когда отлипнем и перезагрузим еще раз сервер. Да, тут ничего не сделаешь. И позиция хорошая, и все, но, увы, висит. Сейчас пришлется сообщение, потеряно сообщение с сервера. Вот оно. Опа. Восстанавливаем сообщение с сервером. Да, 11.6. Покуда мы перезаходили, тут все кончилось. Ну, хоть стан накинем. Поедем, красотка, кататься. Бум. А, блин, не поднялся. Думаю, что такое? Вот сюда надо было встать. И убить. Думаю, что такое, что такое. Не поднялся. Потерял на пару секунд связь с реальностью из-за перегрузки сервера и стал не совсем туда, куда нужно. Ладно, попытка номер 3 на 261. Приблизиться к параметрам. Карта была более или менее, но, повторяю, не для этой карты. То есть она неплохая, а вот Рейчер для этой карта хорошая. Для того выполнить, чтобы это задание. Так. Так. Угу. Пойдем, наверное, все-таки на А7, А8. И попробуем оттуда поплеваться.
Накрыло. 2 крита. Минус аптечка. И FPS упал под самое не могу. А это плохо. Ждем. Ух ты, из 4 марширует. Стоять, Казбек. Я понимаю, что бесполезно. Потому что наших 2 орла уже слилось. Но что сделаешь? Сейчас офигительно наглый. Опа, тоже минус аптечка. Это хорошо. Плюс гусля. Ремки кончились, так что первый ассист собрали мы. Чуть-чуть не дошли. Ну все. Отыгрался, к сожалению. Мастер вы убрали. Здесь, как говорится, плохой разъезд команды, и поэтому такой результат. То есть даже половина необходимого ассиста мы не сделали. Вот такая вот маленькая проблема у 261-го. На самом деле это постоянная проблема у него. На нем очень тяжело делать ассист. Танк не предназначен для ассиста. В домах можно было бы сделать больше, но я пытался именно про ассистентские баллы. Ну и, само собой, все-таки 5 минут боя, это тоже не дало полноценно отработать. Плюс небольшая ошибка с выбором позиции из-за того, что пошел такой разъезд.
принципе, можно бы, если бы знал, что будут рашить одну сторону, можно было бы переехать куда-нибудь на D1 и оттуда поработать. Было бы интереснее, чем работать с этой точки. Здесь она интересна, но не настолько. Ну ладно. Вот все, что нужно знать о советской арте после того, как она будет введена.